Привет всем! Сегодня мы поговорим об одной из главных особенностей Nokia 5800, а именно об реализации интернет-возможностей. Я считаю, что позиционирование устройств с сенсорным экраном как устройств для прослушивания музыки или для фотографических функций не совсем оправдано. А вот именно интернет это то, что особенно хорошо подходит этим устройствам, так как они оснащены большими экранами с хорошим разрешением и сенсорными, как говорится, возможностями. Итак, интернет. Можно пройти двумя путями. Вот у меня есть специальная папочка интернет или через кнопку экспресс-панели. Заходим через нее. Я уже заранее загрузил сайт, как видите, это заглавная страница Яндекса. Снизу, помимо клавиш функции, присутствуют и отмены, присутствуют еще три контекстных клавиши. Одна из них вызывает масштаб, вторая адрес введения, вот. И третье это как бы всевозможные настройки. Вот. Возьмем настройку на весь экран, чтобы показать, как выглядит просмотр страниц. Так как телефон снабжен акселометром, можно поменять ориентацию экрана. И это будет выглядеть так. Если нам надо что-то увеличить, просто делаем двойной клик. Вот, увеличиваем. Еще один двойной клик возвращает назад или запускает обзор всей страницы. Ну, я думаю, с основным браузером мы разобрались, и поэтому переходим к Опере. Если вы не миллионер или не сын какого-нибудь олигарха, то трафик, который потребляет основной браузер, может показаться вам неподъемным. И на дело приходит на выручку Opera Mini. Итак, рассмотрим, что это такое. Перед нами заглавный экран. Тут мы можем ввести свой адрес, поиск по Яндексу, Amazon или Википедии, закладки, которые посчитал Opera, как говорится, как издатель, посчитал самыми важными. А есть собственные пользовательские закладки. И вот я сейчас загружу наш Games Club. Так. Суть Opera Mini заключается в том, что вам не сразу пересылаются данные, а проходят через специальный сервер, который сжимает трафик и уже в заархивированном виде посылает его вам. Как видите, вот тут есть и сжатые картинки и все такое. Можно просматривать сайты. Особенно это удобно, если мы работаем с текстовыми как наполнением, потому что читать очень удобно, все форматируется под размер экрана и практически бесподобно, как удобно. Вот и все. Помимо браузеров, также нам интересны и мессенджеры. Лучший из них, безусловно, Mobile Agent. Вот сейчас он загружается. Суть этого мессенджера заключается в том, что он позволяет работать не только с ICQ, но также с собственными мейловскими мессенджерами, Yaonline, Google Talk или Jabber. А еще очень интересной особенностью является возможность посылать бесплатные смс, если записан телефонный номер какого-либо контакта. Так, сейчас я это покажу. К примеру, вот, можно послать меню, видите, дополнительно. Так, нет, не совсем так. Просто нажимаем сюда и посылаем смс-ку. Правда, единственный недостаток, что знаков меньше, чем положено. Но дареному коню в зубы, как говорится, не смотрят. Помимо этого я еще пользуюсь программой Yaonline, прежде всего как почтовым клиентом. Как видите, вот здесь список писем, также можно переслать, написать новое, удалить письмо и список контактов из Яндекса. Им также можно послать письмо, и что особо интересно, это можно послать свои координаты. В общем, это может помочь, если вы ревнивый муж, или заботливый родитель, или просто не знаете, как проехать в ту или иную местность, где вас ждет ваш друг. Еще довольно интересное приложение Foreca Weather. Так, сейчас я покажу, как работает. Оно показывает погоду, прогнозы. Что-то сегодня на
пытается все соединиться, а вот пошел прогноз. Вот какая сейчас погода. В общем, тоже может помочь. Как вы, наверное, знаете, Nokia открыла свой собственный магазин приложений Avi. И сейчас я покажу, как он работает. Вот, подключаемся к интернету. Кстати, забыл упомянуть, что телефон, оснащенный Wi-Fi, если есть он, то можно использовать и его для соединения с интернетом, что, естественно, гораздо дешевле. Итак, ждем. Итак, вот список приложений, которые рекомендовали нам для скачивания. Как видите, здесь есть много бесплатных программ, так что всегда есть из чего выбрать, ассортимент магазина постоянно пополняет. Также вот есть специальное приложение, которое работает с YouTube. Оно помогает смотреть ролики какие-то определенные, но опять же пользуюсь только GPRS соединением, это слишком дорого, и поэтому оставим до лучших времен, до прихода 3G или до Макдональдса с его бесплатным Wi-Fi. Завершу свой рассказ об интернете, показав Mobile Mail.ru Informer. Как видите, тут присутствует информация о погоде и котировке валют. Хотя доступа к рабочему столу не открыто на 5800, в отличие от Nokia 97, но этот виджет немножечко заменяет эту ситуацию, и надеюсь, что таких разработок в дальнейшем будет больше. Всем пока, Тор 82.